Юмор — это то место, где, можно сказать, я еще с детства спасался. Я был очень застенчивый, очень чуть-чуть замкнутым. Назло мне записала в КВН, потому что в нашем селе это было не совсем уважаемое дело, и она хотела, чтобы я почувствовал на себе вот этот буллинг. Если бы у меня была бы шляпа, я бы взял. Это прямой эфир. Нет. Сколько надо заплатить, чтобы нам подсказали? Очень сложный вопрос на самом деле. Это шикарное шоу, которое я очень много раз на самом деле смотрел в интернете. Я никогда не думал, что мне посчастливится побывать здесь. Мансур, недавно в республике открылся первый молодежный центр. Скажите, вот какая миссия у молодежного центра Чеченской Республики? Основная миссия, которую перед нами ставит наш глава республики Рамзан Ахматович, это возрождение вот этого духа молодежи. В том плане, что 2007, 2008, 2009 года, если мы вспомним, молодежь была абсолютно везде, молодежь была вовлечена во все сферы жизнедеятельности региона. И в какой-то момент почему-то это начало идти на сильный спад. И перед нами ставится вот такая задача, чтобы у молодежи было место, где они могут свободно в любое время приходить, собираться, какие-то свои проекты реализовывать в том плане, в творческие проекты, да какие-то другие. И абсолютно неважно, чем именно занимается тот или иной представитель молодежи, у него есть место, куда он может приходить, то есть централизуем мы, молодежный центр, и далее мы помогаем им, направляем куда надо. В общем, наша основная задача — это развитие молодежи, развитие творческого или иных потенциалов молодежи. Как вообще молодежный центр взаимодействует с образовательными организациями для реализации каких-то совместных программ? Я работаю всего неделю в этом месте, но я уже успел познакомиться, пообщаться со всеми представителями вузов пока что. Взаимодействие будет абсолютно полное, а в любое время наши двери будут открыты для них. И точно так же, как нам сообщили, их двери также будут открыты и для нас. Будем совместные какие-то реализовывать проекты. Уже есть несколько идей, но я пока говорить о них не хочу. Я надеюсь, что вы услышите потом из медиаполя, что у нас получилось. Хорошо. Мансур, пожелаю вообще удачи в твоей работе. Мухаммад, мы сейчас вообще напишем здесь титры твои. И мне кажется, Магами, да? люди впервые вообще узнают, как тебя по-настоящему зовут. Как тебе вообще обращаются свои близкие, родные, друзья? Мухаммад или Жаубек? Ну, Мухаммад, те, которые будут со мной общаться, дружить, я им объясняю, меня зовут Мухаммад по религиозным соображениям, они должны называть меня по имени. А человек, который меня вот называет Жаубек, я не обижаюсь, я это принимаю. Я знал, что так и будет, но в основе своей, когда кричат, это в позитивном плане. Вот это Жаубек, это ваш сценический образ. Как Да. он вообще появился? Это появилось Как вообще пришли к этому? 2011 год, когда был. Вот у каждого был свой образ, и многие КВНщики, студентов, на кого-то равнялись. У меня такая идея появилась, я буду тем, на кого равняются. Вот такую цель поставил, и своеобразный образ появился. Но у него не было ни имени, ни названия. Потом придумали от слова «молоток» и «бег», как бы сравнить имя. Настоящее имя мы не могли, потому что могли обзывать и в школе, и в жизни кого-то настоящего человека с настоящим именем. И мы придумали имя Жаубек. Но оказывается, через 8 лет я узнаю, где-то в Узбекистане или Кыргызстане есть настоящее имя Жаубек, и им пользуются. Вот такая история. В какой момент вы вообще поняли, что юмор — это то, чем вы хотите вообще заниматься по жизни? Я был очень застенчивый, очень чуть-чуть замкнутым. Сейчас я объясню аналогию. Я мог сесть на маршрутку, и чтобы крикнуть свою остановку, я так и не решался. Проезжал несколько остановок, когда кто-то слезал, вот так. Но КВН меня настолько раскрыл, он меня развил, научил речи, контакт с молодежью. Я увидел таких ребят, которые двигались дальше, развивались, читали.
Вот я стал равняться на таких людей, как, допустим, Мансур, как мы начинали вместе. Вот какой процент шуток вот, не входит в итоговый такой сценарий? Сколько вообще, исходя из каких-то, скажем так, противоречий, соответствий с традициями, религией? Очень много. Ну, если в процентах, допустим, подготавливаемся месяц, да, процентов 70-80 из этого не бывает изначального. То есть это полностью отшлифованный материал. То есть на сцене мы проводим 7 минут. Но у нас материала может быть очень много. На несколько дней. Да, на несколько дней даже может быть. Только лучшие попадают на сцену. И там много ограничений, как, допустим, в московских Comedy Club, у них же нет вообще никаких ограничений. У нас есть свои ограничения, но мы делаем максимально, что мы можем в этой сфере делать. У нас несколько уровней вообще редактуры, начиная от саморедактуры, потом у нас есть опытные редакторы, то есть Мухаммад сказал, 70-80% убирается, нет, на самом деле убирается 500%, мне кажется, и на выходе получаем вот эти 7 минут от силы. А кто там в конце вот это одобряет? Вот эту шутку можно, Эл? Ну, мы сами были теми, кто это делает в последнее время. Ну, уже Мухаммад, у него есть команда, он, наверное, в этом году попрощается с КВНом, Да. как мне кажется, уже пора. 18 лет уже на сцене действующий. Не, Мухаммад, до 20 надо будет дотерпеть, мне кажется, чтобы красиво. Юбилей, Да. до 20. Ислам Мамергов, допустим, сейчас самый топовый редактор у нас в республике считается. Габазова Иса в нефтяном университете работает. То есть вот эти люди, они старожилы. Да, бывает, что они немножко не догоняют сейчас уже молодежные тренды, но ничего, будем их тоже учить. Мансур, ты вот как пришел вообще к юмору? Что для тебя вообще значит это юмор в твоей жизни? Юмор — это то место, где, можно сказать, я еще с детства спасался. Я был очень, короче говоря, если у тебя в жизни все плохо, ты начинаешь злиться на весь мир. Я был таким школьником. Я злился на всех, я учился хорошо при этом, надо признать. У меня чуть ли не золотая медаль. Самой медали нет, но должна была быть. Короче говоря, из-за этого я был такой буйный, агрессивный ребенок, и наша классная руководительница назло мне записала в КВН, потому что в нашем селе это было не совсем уважаемое дело, и она хотела, чтобы я почувствовал на себе вот этот буллинг со стороны сверстников. Но я выстоял, где надо, подраться, дрался и так далее и тому подобное. И по итогу я понял, что это место, где я реально забывал все свои какие-то имеющиеся проблемы, и мне понравился этот мир, и я в нем остался на очень много лет. Вот так. Слушай, вот юмор как спасение вообще от какой-то реальности, что ли, или жестокой реальности? Там немножко другое. Вот смотри, вот мы сейчас сидим, я не стану думать о своих каких-то проблемах здесь, потому что вас мои проблемы волновать не должны, как будто, по логике. Но в КВНовских кругах как? Вот ты до того, как ты со своими друзьями, товарищами, сокомандниками встретился, ты можешь переживать, ты можешь думать о каких-то вещах, которые тебе не подвластны все равно. Это человек так устроен. А вот собираешься с этими ребятами, и ты понимаешь, пока у меня есть рядом вот такие веселые ребята, с которыми и добро можно разделить, и зло можно разделить, все что угодно. Вот я не знаю, я отвлекаюсь от всех проблем. Я считаю, что пока я здесь, прямо сейчас у меня все хорошо. Это на самом деле очень круто. Хорошо, давайте мы начнем нашу игру. Если вы готовы, у нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Так. Что выберете? Всё. Звонок другу нет, потому что все наши друзья, скорее всего, спят еще. Они только к пятничной молитве проснутся, поэтому 50 на 50, наверное. И можно право на 2 или ошибку. одну выбрать. 2. А помощь зала, видите? А что за была вторая подсказка? Право на ошибку. Давайте право на ошибку и 50 на 50. Хорошо. Нормально же? Один вопрос мы точно ответим. И первый наш вопрос звучит так. В каком году началось строительство мечети «Сердце Чечни»? В 2005, 2006, 2007 году, в 2008 году? Сейчас надо вспомнить, сколько лет она строилась, потому что открыта она, насколько я помню, либо в 8, либо в 9. Соответственно, строительство
могло быть начато в 6-м, потому что, возможно, тогда мы не так быстро строились, как сегодня. Это очень давно, столько строительных компаний, там опыта у нас не было. Хотя мечеть построили, мне кажется, на века вперед настолько качественно. Для меня почему-то приоритетный вариант 2006. Да, Суна Бхакти Опт. Ответ Б. Получается так. Давайте посмотрим. Строительство началось в апреле 2006 года, абсолютно верный ответ, и завершилось в конце октября 2008. Это одна из крупнейших мечетей в России и в Европе. Голова. Второй вопрос. Какой элемент на черкеске лишний? Газыри, V-образный вырез, приталенный крой, воротник. Воротник, скорее всего. Объясню, почему газыри. Это основа, считаю, без них невозможно. V-образный вырез это тоже, если я правильно понимаю. Приталенный крой это всегда было, потому что джигит должен был не вот с таким, а вот с... Воротник. У черкесски отсутствует воротник, абсолютно верный ответ. На груди расположены газыри, которые исторически служили для хранения пороховых зарядов и пуль. Крой черкесский приталенный, что подчеркивает стройность и стать джигита. А на груди имеется широкий V-образный вырез, который открывает вид на носимый под ней бешмет. Если бы у меня была бы шляпа, я бы снял. Третий вопрос. Кто имел право объявлять войну и заключать мир от имени чеченского народа? Совет страны, Народное собрание, Суд предков, Государственный совет. Мехкал это то, что мы точно знаем, что существовало. Это была высшая степень власти в республике. Мехкечу я никогда об этом не слышал, но возможно просто собрание. То Да, есть... Народное собрание. Подожди, помнишь, Мелхист у нас был, Мехкечу, по-моему, так это называлось. ДНКЛ, суд предков такого не было. Был суд как раз таки вот этого Мехкал. Он Мелхит, мама. Сум выйду элам, но В? Бейхулер. Я бы выбрал А. Просто по теории вероятности, чтобы несколько раз Бейхулил дать алгицу. Нет, Мехкал, мне кажется, потому что Мехкал это же был высший, насколько я помню, высшая инстанция власти в регионе. То есть старейшины, смотри, совет старейшин, и среди всех старейшин выбирали самых таких уважаемых, почтенных, и они объединялись в Мехкал. Я просто не дочитал, я думал, тут тоже Мехкал. На самом деле Мехкал. Да, вариант А. Надеюсь, мы не потеряли право ошибки. Совет страны имел право от имени чеченского народа объявлять войну и заключать мир, одобрять или отвергать политическое соглашение и тому подобное. Абсолютно верный ответ. На самом деле Народное собрание как законодательный орган был, суд предков в том числе он существовал, а Государственный совет это то же самое, что Народное собрание. Я предполагал, что в Б и С были когда-то, но мне кажется, что они все ходили в структуру совета Мехкал. Четвертый вопрос. Какой населенный пункт самый маленький по площади? Знаменской, Арсой, Старый Таги, Хой. Ну, очевидно, что ни Знаменская, ни Старая Таги. Да, это точно. Хой я знаю. Хой, подожди, Хой, по-моему, это даже необитаемый, там 3 семьи, насколько я помню. Так, Арсой, Хой. Тут он баты где исла. Скорее всего, мы в первый раз и... Не, смотри, Арсой. Я не знаю, что это за место, реально. То же самое. Самый маленький. По площади еще, подожди. Ну, Знаменская и Старая Таги мы точно... Считаю, нету его. Хой на самом деле... Хой самый маленький, он там на 1 квадратный метр, по-моему, поместится. Километр. Арсой, я не знаю, просто я никогда там не был. Может, потому что самое маленькое, поэтому ты и не слышал про это. А может, такого названия нет? Давай по логике, что мы никогда не слышали про Арсой, потому что это самое маленькое. Потому что Хой, по-моему, там, когда едешь на Кизиной Ам, там еще некоторый башенный комплекс построенный. В очень маленьком селе не было бы такого большого башенного комплекса, ну, по логике, Рискнем на Б? Давай рискнем на Б. Согласно данным Чеченстата, село Арсой Веденского района является самым маленьким по площади в Чеченской республике. Абсолютно верный ответ. Оно входит в состав Макожойского сельского поселения. Общая площадь села составляет 1200 гектаров.
В Варсове 3 дома, однако в них никто не проживает постоянно. Пятый вопрос. В каком веке начался процесс реконкисты чеченцев? В XIV, XV, XVI, XVII веке. Я не совсем понимаю, в каком контексте использовано слово «реконкисты» в данном случае. Это когда мы спустились с гор на равнину? Да. Это вариант Д, 17 век, это было начало, по-моему. По-вашему. Но подожди. Считается, что было 3 фазы, когда мы начали спускаться с этих гор. И насколько я помню, это с 15 по 17, товарищ ведущий. Просто я буквально недавно об этом читал. С 17 по 18 было в тех источниках. Возможно, там была ошибка, либо я как-то неправильно прочитал римские цифры, как говорится. Или там 50 на 50. Но пятый вопрос можно, мне Только- кажется, только воспользоваться. пятый. Да. А сколько вопросов? 10. 10. 10. То есть, если мы ошибаемся, то все? Не, право на ошибку у нас еще есть. То есть А. мы можем сейчас обе подсказки здесь же потерять. Нам нужно же продолжить, правильно? Ну давайте тогда выберем подсказку. Двигаться 50 на 50. Да. Берите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается А и С. 14 либо 16. Вообще никак это, по-моему, не помогло. Сумсах это, как я предполагаю, думаю, это может 16. Я доверюсь тебе. Да. В любом случае, мы сейчас точно ответим правильно. Тут вариантов других нет. Так, 16. 16 век стал эпохой чеченского реконкисты, активного возвращения чеченцев на равнины после нашествия Тамерлана и распада Золотой Орды. Абсолютно верный ответ. Отправной точкой стала чеченско-казикумухская война. Она вспыхнула, когда чеченцы эмигрировали из нашего в районы, находившиеся под властью казикумухов, включая территорию современного Грозного, и отказались признавать их суверенитет и платить дань. Это похоже на нас. Красавчик. Шестой вопрос. На каком главном столпе строится общество, по мнению Абузара Айдамирова? На просвещении, в традициях, в единстве, в семье. Это вопрос к вам. Это вопрос к вам. Абузара пытаюсь вспомнить. Смотри, Абузар на самом деле, он вот считает, что 90% истории чеченского народа мы узнали через него. И все, что он писал, это было просвещение. Он пытался просвещать свой народ в плане истории, в плане всего остального. И вот сейчас все продолжатели его дела, тот же Асламбек Тугузов, они все говорят, что просвещение не в традициях, не в единстве, не в семье, а именно в том, что если мы будем просвещены достаточно, мы соблюдать будем и традиции, и будем едины, и в семье у нас все будет хорошо. Я считаю, что вариант А правильный, но судя по лицу ведущего, мне кажется, что я считаю неправильно. Читаешь его? Пытаюсь, но Может, и ошибаюсь? Может, у тебя не получается хорошо это? я на варианте А бы постоял, Мама, зная... что ты читаешь? Я читаю. Я читаю или считаю? Читаешь на моей мимике. Ну, он часто смотрит на А. И когда ты его спросил, сомневаюсь, пальцы у него дергаются. Не, оставим ведущего. Да. Айнха это гала. Да, на просвещение алхидцу. Ну, ты меня сейчас раскрыл, чем он вообще занимался. Я сейчас понял, что он показывал эпоху чеченцев. Вот я сейчас, это осознание того, что ты мне сейчас сказал про Абузара Айдамирова. О просвещении. Ведущий, стоит нам рискнуть на варианте А? Но я думаю, что стоит рискнуть. Давайте вариант А, потому что это самый как будто бы подходящий. Абузар Айдамиров выделял 4 столпа любого общества – просвещение, здоровье, культуру и экономику. Самым же главным, по его мнению, является просвещение, поскольку от него зависят все остальные составляющие. Абсолютно верный ответ. Он говорил, что печально, но у нас никогда не было культа учебы. Фольклор воспевает лишь мужество, силу и отвагу. Отсюда и низкий уровень общественного сознания, позволяющий легко вовлекать чеченцев в любые авантюры. Следовательно, корень перманентных трагедий нашего народа в недостаточной образованности. Согласен с ним. Как вы думаете, можно ли
развить это чувство юмора, если у тебя ну, как-то вот, у тебя нет базы, что ли? Конечно, можно. Как? Вот у тебя 100% это есть. Моя задача, меня приглашают в какой-то вуз, СУЗ, ко мне присылают разных ребят. То есть хулиганов, как Мансур, проблемную молодежь, которая не ходит на учебу. Я стою с ними, разговариваю. Мы говорим не о юморе, говорим. И я в ходе нашего разговора я должен распознать, у кого какие способности. Кто-то из них может быть ведущим и по речи, и по стойке, и на каком месте в толпе этот человек стоит, насколько он уверен, кто активен. И из всей этой молодежи ты выбираешь, задаешь вопрос, кто сюда пришел насильно. Мы тут никого не держим, кому есть интерес к КВН, юмором, остается. Какая-то основная толпа уходит, те, кто остаются, на этой основе ты и ищешь базу, у кого юмор. Если был бы ты в этой толпе, я 100% разглядел бы эту нишу, эту нитку, и в тебе эта нитка есть. Просто нужны единомышленники и те люди, которые понимают твой юмор, и, скорее всего, тебе подошел бы очень высокоинтеллектуальный юмор, который прям несколько ходов продуманный юмор, и в конце какое-то осознание этого юмора, и как это все раскрывается. В плане как бы детектива ему понравилось бы. Хорошо. Помнишь, в Прима Курск была команда, там Да. был парень в очках, он постоянно показывал визуальный юмор, то есть он рисовал какие-то фигуры, какие-то картинки, и это все очень смешно подавалось. Вот в таком амплуа я его вижу. Тип, который приходит с дипломатом, что-то говорит, шутит, возможно, даже какой-то политик. Ну, в общем, если чувство юмора, как будто тебе кажется, что в тебе его нет, он есть всегда, потому что оно есть всегда. В любой тусовке ты можешь просто что-то сказать, если люди с этого смеются, и ты изначально предполагал, что так и будет, значит, в тебе есть чувство юмора. Его не быть не может в любом случае. Мамад, у тебя психологическое образование. Да. И, как я понимаю, тебе он очень помогает вообще в Очень работе. сильно, очень сильно. Изначально и Аллах заложил в меня такую натуру, что я распознаю людей позитивные, непозитивные. Это основа у меня, плюс специальная психология, педагогика. И после всей этой учебы, которую я закончил, я сделал акцент в Ютубе, я изучал язык жестов. Вот в этом этот механизм очень сильно помогает, когда, допустим, меня пригласили договориться с каким-то бизнесменом о рекламе. Вот малый процент, с кем я не договорился. Я понимаю, какие именно рычаги и что именно должен услышать бизнесмен, если он заказывает у нас, допустим, юмористическую рекламу. То есть общий язык ты находишь почти что со всеми, только не с теми, которые изначально очень негативно на тебя настроены. Вот с ними очень сложно. Для них нужно время и площадка. Я сейчас, знаете, о чем сижу, думаю? Я вспомнил, что действительно с 16 по 18 века. Мне очень жалко, что мы 50 на 50 подсказку потеряли. Я хочу выиграть, потому что это шикарное шоу, которое я очень много раз на самом деле смотрел в интернете. Я никогда не думал, что мне посчастливится побывать здесь. Поэтому я хочу выиграть. Я вообще не думал, что мне какие-то интеллектуальные игры пригласят. Я думаю, ты самого некомпетентного. Нет, я знаю, что ты умный парень. Ну вот в новом амплуа открыл себя. Я в шоке. И продолжим нашу игру на этой ноте. Кем был Идик? Религиозным деятелем, политиком, военным предводителем, летописцем? Вариант С, военным предводителем, насколько я помню, потому что, знаете, откуда я это знаю, догадываюсь, потому что у Асланбека Тугузова в произведении «Кунта Хаджи» есть одна строчка «Идик, кто ламу отходил». И после сражения, кто ламу отходил, там в контексте это понимается. Кстати, подожди, «Кунта Хаджи». Нет, я все-таки думаю, что предводителем военным. Как было это предложение? Иди, кто ламу отходил. Кто к ламу? От горы
Не знаю, что это. Толлам, это было написано с большой буквы. Соответственно, это название чего-то. Толлам. Наверное, это именно гора Тибул-Самта, кажется, самая высокая гора. Там, по-моему, да. Соответственно, он был военным предводителем, я так понимаю. Представь, вот одно предложение, которое ты прочитал в А какой-то я книге, вот как это. Я Тугузов большой фанат. Я наизусть знаю его произведение «Алибек Хаджи», чтобы вы понимали. Это читается час 10 минут. Реально, вот почти все, что здесь у нас, все вопросы где-то я встречал либо в книгах, либо в интернетах. Поэтому военным предводителем, если Мухаммад не против этого варианта. Я вообще, я за, в любом, я с вами. Ну, возможно, мы сейчас этот право на ошибку. Но на самом деле вот это тоже мастерство писателя, поэта писать вот о каких-то фактах, которые действительно произошли в своих вот художественных даже произведениях. И вот то, как, ну, условно, одним предложением внес, ну, вот его роль. Да. Дик был выдающимся военным предводителем. Абсолютно верный ответ. В 13 веке он возглавлял 12-летнюю оборону на горе Тибул-Самта против монголо-татар вместе со своим отрядом. До этого он был известен как охотник-скалолаз. Мансур. Хелловой турпал, Шварт. 8 вопрос. Когда открыли Грозненский аэропорт? А это я знаю. В 1938 году, в 1963, в 1991, в 2009 году. Не будем долго томить. 38 год, я даже скажу по секрету, что там была просто грейдерная дорога. То есть там дороги, полосы не было. Там просто где-то намешали, что смогли, оставили. И, короче, историю этого аэропорта чуть-чуть я знал еще из детства, мне можно сказать. Аэропорт Грозный начал свою работу в 1938 году. Абсолютно верный ответ, когда были осуществлены первые почтовые перевозки и санитарные рейсы. Вскоре после этого стали выполняться полеты для нужд сельского хозяйства. До 1977 года аэропорт имел только грунтовую взлетно-посадочную полосу, способную принимать ограниченное число типов самолетов. А сейчас уже международный аэропорт Да. имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. А вот 9 вопрос. В каком году составлен современный чеченский алфавит? В 1876 году, 1914, 1938, 1957 году. Очень сложный вопрос на самом деле. Это 9, это предпоследний. Это очень тяжелый вопрос, потому что о чеченском алфавите я никогда вот, ну алфавите, ладно. Нас надо будет сейчас Ну, может, путем отсеивания Ажла, каких-то вариантов. Это ответ или А, или Б. Из Да. этих двух. А я не думаю. Ажла, с арабского языка на русскую латиницу диалягу. Да, вот так. Это именно так. Не, у нас была своя письменность, но почему-то нам об этом не говорят, и принято считать, что мы какие-то арабы, нам какую-то их письменность у нас была. Не было у нас была своя письменность. Потом, во времена шейха Мансура, насколько я помню, мы перешли к арабской письменности, что было очень неправильно, надо бы сохранить свою письменность. Короче говоря, не суть, сейчас нам надо, но это точно, подожди, это точно не 876, мне кажется, слишком далеко. 914. Почему может быть или не может быть? До революции Гули? Блин, почему-то я думаю, что все-таки, опять же, вариант С, как и с аэропортом, что он был построен в том, начал работу, и вот... Я не считаю. Это Да? ни ответ, ни С, ни Д. Давай еще раз вопрос прочитаем. В каком году составлен современный чеченский алфавит? В каком году составлен современный чеченский алфавит? А если я скажу, что в 57-м, что ты скажешь на это? Современный чеченский алфавит. ну, у вас есть право на ошибку. Такая подсказка есть для 9 вопроса. Это прямой эфир. Нет. Сколько надо заплатить, чтобы нам подсказали? Смотри, 876 все равно я это откидываю, потому что мы тогда еще непонятно, мы в составе России, не в составе царской России и так далее. То есть мы все еще где-то на пограничье. 914. У нас в России огромные проблемы все еще не закончились на тот момент.
Подожди, в голове какие-то мысли по поводу 2014 года у меня сейчас. Но какие-то мысли могут быть неверными. Это я Верно. тоже догадываюсь, да. Поэтому, 38-й чтобы быть уверенным, мне кажется, нужно воспользоваться подсказкой. Это подсказка. Смотри, если мы поможет. сейчас ответим и неправильно, это ж подсказка просто сгорит же, правильно я Да. понимаю? Почему-то вот мне все подсказывает, что нашему алфавиту еще нет 100 лет. Давай, Мас. И даже не близко. Я- Нет, если Алир, Али. Я доверюсь. Я в любых вопросах, Мансур, когда мы работали вместе, я никогда на твою чуйку не ошибался. Но все бывает в первый раз. Тогда 38-й. Тогда 38-й. Опять 38-й. Да, аэропорт. Опять. Аэропорт Только сейчас та только жизнь наладилась. начинается, ага. Они аэропорт вложили, империя вложилась. Просто я не помню, до выселения или после это произошло. Вот в чем моя главная 38-й проблема. год, это же год таких репрессий вообще-то в стране. Жестких притом. 876 ты хочешь мне сказать? Я Или вообще не хочу, я просто такую реплику сделал. Я вообще никак не ориентирую вас. Вообще, мне кажется, что это прям 876 год. Наша письменность же, по-моему, русские придумали. Я не помню, как его звали. Услар. Услар, подождите-ка. Сейчас все становится на свои места. Но составил ли он современный чеченский алфавит на Услар- кириллице? Вот в чем вопрос. Первый алфавит был от него, а Да. потом... Но потом его и меняли, и потом на арабский переходили, и латинский там был, там много что было. Короче, давайте мы сейчас право на ошибку у нас есть. Мамаду доверимся, Мамаду выбирает. Молодец. Я доверюсь старшему. И какой ответ? Хангезгио Мамад. 876 летаю. Мы Махилет. освободиться. Тихо. Хайлах или ладно. Гуна, давай сейчас. Осознание мое. Смотри, время военных потрясений, мы только вернулись с репрессий оттуда, Дукканяц. 14-й Дюспочинцик, самый адекватный вариант в таком случае. До революции вообще, в общем, да? Естественно, может быть, это было мирное, хорошее время, когда мы могли думать о своей письменности, о будущем. Абузар, 14-й, Оля, просто Давай, мысли у 14-й. меня. Сонголич дойду. Это Всё. его решение. Ничего себе, навязанное. Навязанное и неправильное, вот. Да, да. Я Так, доверяю чутью, его чутью. так, право на ошибку и ответ. Б. Это неверный вариант ответа. В 1938 году в рамках процесса перевода письменностей народов СССР на кириллицу Николаем Яковлевым был составлен чеченский кириллический алфавит, который функционирует по настоящее время. Если Л-члена, он может ошибаться Л. К этому, когда мы с тобой сошлись на том, что 38-й это правильно, аэропорт, там вся жизнь начинает заново строиться. Но это было время сильных потрясений, устойчиво. И вот этим ты меня очень сильно сбил. Проманипулировал, контратакер. Все, сейчас Ну, последний. мама, как ты мог вот так? Ты же психолог. Ты должен был как-то провестись. Защита. Он Защита не психолог, всегда. когда ему выгодно. Ну, когда мне надо зарабатывать. И 10-й финальный вопрос. Как вы думаете, про что будет? Не знаю. Надо будет... Я вас вчера составлял, я даже забыл, честно. Это ты составлял? Да. И 10-й вопрос звучит так. Как зовут маленькую героиню рассказа Саида Бадуева «Колодец»? Мадина, Хеда, Айна, Маржан. Мансур, мне Я кажется, могу, да, раз тебе. можно я тезисно Да. перескажу эту историю? Это очень классная история, крутая, как и все бодиганджи Саида Бадуева. Это история про то, как во дворе был вырыт вот этот небольшой колодец. Ну, колодец был вырыт. На крыше что-то чинил отец. Отец что-то чинил на крыше, мать была дома, мать этой маленькой Маржан. Кстати, это правильный вариант ответа, Д. И сидит, как он называется по-русски, отец мужа? Свекр? Да. Свекр, вот. И мать видит, что маленькая Маржан идет и садится на край этого колодца. И у нее в сердце все начинает бурлить, у нее огромный испуг, но она не может перед своим свекром пойти и взять этого ребенка, оттащить от колодца. Она глазами, знаками пытается донести до мужа, муж это чувствует, смотрит и тоже ничего не может сделать. Он быстро бежит к соседям
И пока он пытается соседку попросить, чтобы она ребенка оттуда забрала, у нас открытая концовка, ребенок падает вниз. И мы не знаем, жив ребенок, не жив ребенок. И я не знаю, какой именно был посыл у Саида Бадуева, но все его рассказы вот об отчуждении, вот о том, что нельзя показывать свои какие-то эмоции перед родителями и так далее. То есть это очень крутые истории, что Олдом, что это, что Беш, что... Вариант Д, Маржан. Маленькую героиню рассказа Саида Бадуева «Колодец» звали Маржан. Абсолютно верный ответ. В своем произведении автор размышляет об обычае избегания, который характеризуется своеобразным табу на публичное проявление родительских чувств, знаков внимания родителей к детям, а также молодых супругов друг к другу в присутствии старших родственников. Мы выиграли, получается? Да, Это получается. первое интеллектуальное шоу, где я выиграл. Это первое, где я выиграл. Ну, все бывает первый раз. и Блестящие у тебя познания, Это интеллектуальные. Да, ты- Открылся я- с новой Не, стороны. я и так знал, что он начитан, но ну, не настолько. Короче, нужно тебе посмотреть это «Миллионер из Хрущев». Хрущев. Деврей Схол. Деврей Схол, Это да. была шикарная игра, вопросы были реально очень интересные на самом деле. Мухаммад Мансур, я вас поздравляю, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от телеканала. О, камера. Деврей Схол за то, что позвали, за возможность принять участие. Это было реально очень круто. Нам вообще мы много для себя узнали сегодня. Вопросы были шикарные. Я люблю нашу историю, пытаюсь максимально ее изучать. Мама тоже, я знаю, что это любит все, что связано с нашим народом. Деврей Схол. То, что мы выиграли, это, конечно, сенсация. Да, Но сам факт, что нас позвали, уже был приятен, а так Деврей Схол, Шандал Саудал Совоч. с этими вопросами целая эпоха чеченской истории пронеслась у меня в голове. Это первое интеллектуальное шоу, куда меня пригласили. И благодаря Мансуру мы выиграли. Мы использовали свои психологические моменты, читая ведущего. И, конечно, и везло. И мне было очень приятно, что именно в таком прекрасном эрудите, я надеюсь, в следующем году тоже пригласят, да, Мансур? Да, Ровно да. через год. Пусть это будет традиция. Пусть, Рейс окей, Роушен, хорошо. очень приятно. Мухаммад Мансур, я благодарю вас за то, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы победили. Спасибо вам за такую интересную, хорошую игру. Деврей Схолщин. Реализовано.